Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Доброе утро, Алмазбек Шаршенович, Дилия Юсупова, портал «Кактус Медиа». Я тоже болею, у меня не очень все в порядке, но попробую задать вопрос. Почему у вас произошла такая резкая смена настроения в отношении некоторых кандидатов? Еще летом вы заявляли о том, что вы бы проголосовали за Омурбека Бабанова, если бы не было Джейнбекова. Это первый вопрос. И второй вопрос. Не исключаете ли вы отмены итогов голосования? Спасибо. Ну, во-первых, отмены итогов голосования никто не допустит. Кого народ выберет, тот и выберет. Ну, раз вы по Бабанову спросили, не обижайтесь, я тогда отвечу как есть. Я привык отвечать честно. Бабанов, я, конечно же, видел его, честно скажу. Я думал, это будет президент Кыргызстана, хороший президент. Бабанов, я Бабанова очень давно я знаю, с 2005 года. Бабанов меня, расскажу историю от наших отношений. Наши жены вообще как две сестры, дружили всегда, как старшая, младшая сестра. Бабанов, когда я стал премьер-министром в 2007 году, он из моего дома, конечно же, даже не выходил. Когда я ушел с поста премьер-министра, Бабанов пропал на 3 года до 2010 года. В 2010 году Бабанов сразу появился, и он умеет обаять человека своими красивыми глазами, сладкими словами. И с 2010 года, я не буду скрывать, я всячески помогал и прикрывал от каких-то проблем Бабанова. Могу сегодня открыто сказать, когда Бабанов пришел с просьбой помочь ему с реструктуризацией его долга в России за цементный завод, его фирмы, там, если в сомах миллиардов 15, по-моему, миллиардов 15 сомов, то я этот вопрос решил через Дмитрия Анатольевича Медведева, документы есть соответствующие. Когда я сказал, почему ты, Омурбек Токтоголович, не достраиваешь торговый центр, говорю, тут же был стадион, инструментальщик. Зачем тогда, ты, говорю, загубил стадион? Он попросил меня и там помочь, и там я ему помог получить в сомах около 2 миллиардов сомов. Бабанов вот, например, только в этом году, чуть ли каждую неделю, через неделю он бывал у меня дома. Наша семья и весной, и летом кушали клубнику, малину с бабановского какого-то хозяйства рядом с городом. И вдруг после буквально месяца полтора назад, я вдруг вижу, как Бабанов начинает меня поливать грязью. Бабанов, который меня всегда называл Аби, это по-турецки старший брат. Бабанов, который мне восхвалял, наверное, таких восхвалений я ни от кого не слышал. Бабанов, который мне говорил, вот вашу дорогу только я продолжу, вдруг заявляет, что мы идем не той дорогой, мы идем туда-сюда и так далее. Больше того, я открыто говорю, ко мне приходил один зарубежный олигарх от имени Бабанова. Бабанов побоялся предложить. И предложил мне 20 миллионов долларов за то, чтобы я поддержал Бабанова. Я сказал, дорогой, есть вещи, которые не продаются. И больше того, когда начали уже вскрываться вещи, когда ясно, что просто подготовка к беспорядкам, я знаю, откуда финансируется. И, конечно, я тогда начал думать, я всегда обманываюсь. Я человек доверчивый, и народ Кыргызстана такой же, как я думаю, поэтому слава Богу, что я вовремя успел разглядеть личико Бабанова.